ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Дорогие верующие, после этого наша проповедь сегодня «Ваман насру илля мин индилля». Нет помощи, дорогие верующие, кроме как от Аллаха. Помощь приходит, дорогие верующие, от Аллаха. Как риск приходит, дорогие верующие, от Аллаха, также помощь приходит от Аллаха. Не приходит помощь ни от ангелов, не приходит помощь от праведников, не приходит. Помощь приходит, дорогие верующие, от Аллаха. Ошибочные понимания у многих людей. Люди думают, если даже они сделают определенные причины, что помощь приходит от них. Нет, валлахи. Помощь – это ризк Аллаха. Но когда мы осуществляем должную богобоязненность, когда мы слушаемся Аллаха, Его посланника, тогда приходит помощь, дорогие верующие. Для верующих людей помощь приходит через законы Аллаха, когда мы бываем послушны. Но некоторые верующие думают и полагаются на свою силу. И об этом, иншаллах, расскажем. Матлуб от нас что требуется, дорогие верующие? Ан-нарджа илаллах. Мы должны вернуться к Аллаху покаянием, таубой. Ван-на'ляма анна-нусра лейса бикатрати ададина. Помощь не бывает из-за того, что нас много. Вала би'азими уддатина. Не из-за того, что у нас большая, сильная армия, оружие. Нет. Вала бимурасарати малаика. Лана. Нет, не из-за того, что ангелы помогают. Нет, и не из-за этого. Валакин, как мы сказали, помощь приходит, как Аллах в Коране сказал, «Ваман насру илля мин индилля, аль-азиз аль-хаким». Нету помощи, Аллах говорит в Коране нам, кроме как от Аллаха, могущественного и мудрого. Али Имране Аллах об этом нам сообщает в 126-м аяте. Фалидалик, поэтому, дорогой верующий, мы должны понимать, газват аль-бадри, иштаддат, то есть до такой степени трудное положение было у мусульман. Истигатату билляхи, начали просить у Аллаха, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники, просили у Аллаха помощи, и Аллах посылает им помощь. И в аяте сурат Аль-Анфаль, 9-м аяте Аллах говорит, «Из тастагитуна раббакум, фастаджаба лакум, анни мумиддукум, биальфи мин аль-малаикати мурдифин». Аллах говорит, «Из тастагитуна раббакум». Вы просили истигата, делали только у Аллаха. Представляете, помимо Аллаха делать истигаса, просить о помощи, помимо Аллаха, это является многобожьем. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники просят только у Аллаха. Помощь газват аль-бадри. И Аллах говорит, фастаджаба лакум. Аллах вам ответил, анни мумиддукум би альфин. И Аллах сказал, я вас поддержу. Чем? 1000 ангелами. Мурдифин, подряд приходящими. Валакин ахиба алейхи. Однако после этого льюхбирахум би амрин фи гайт аль-ахимми. Что дальше самое важное? Ва анна хаула аль-малаката амдаднакум биха бушра. Это является всего лишь ангелы радостной вестью, но не помощь, не победа имеется в виду. Это не победа, это поддержка, это радостная весть. Бушра, валитатмаинна кулубукум биха фахасб. Достаточно. Посмотрите. Радостная весть, чтобы вы были спокойны, что Аллах с вами, чтобы вы были спокойны. Бушра, радостная весть и спокойствие, чтобы у вас было, что Аллах с вами. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был внутри. Газват аль-Бадри, мы вместе с ним был. Амман наср, победа, мы раньше говорили вам. Победа бывает освобождением своей земли. Победа бывает, когда ты погибаешь на правильном пути. Победа бывает также, после твоей смерти распространяются твои труды, которые ты делал ради Аллаха. Это тоже является один из видов победы. Итак, дорогие верующие, Аллах говорит нам, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ, то, что Аллах сделал для вас радостной вестью. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ, также, чтобы ваши сердца были спокойны этой поддержкой. وَمَا النَّصْرُ, говорит Аллах. Нет победы илля мин индилля, кроме как от Аллаха. Кроме от кого? Как Аллаха, от Аллаха. Аль-Азиз, он является могущественным и мудрым. Баль аккад Аллаху лана, Аллах еще подтверждает нам гадаль амр фи дарсиль джалии, явном уроке. Какой урок нам преподнес Аллах? Газват аль-Хунейни. Газват аль-Хунейни, мусульмане, стало 12 тысяч. Они были удивлены своими силами. Их много, 12 тысяч. Среди них даже пророк, саллаллаху салям, был. Будучи среди них пророк Мухаммад, саллаллаху салям, кто-то из новичков в исламе совершили грех, которые не знали, быть может. Такое же бывает у нас, много грехов. Многие не учатся исламу, а высокомерить, обольщаться самим собой, удивляться самим собой, своим видом, поклонением, своими силами, это является проигрыш. Проигрыш боя, но не полностью проигрыш. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, был вместе с ними в Газват аль-Хунейн. Аллах говорит: «Лакад насаракум Аллаху фи маватин катира, ва йоума Хунейн, ид а'джабаткум катратукум, фалам тугни анкум шай'a». Ответ. Сура Тауба, 25 аяте. Тауба, покаяние, сура, 25 аят. «Лакад насаракум Аллах», Аллах вам помог в многих местах. В многих местах, маватин катира. ويوم حنين, что касается Газват аль-Хунейна, ид а'джабаткум катратукум, вы были обольщены своим множеством, своими силами. Фалам тугни анкум шай'a, ваша миллионная, миллиардная армия, ваши триллионы, миллиарды не помогут. Почему не помогут? Потому что помощь только от Аллаха, когда люди слушаются Аллаха. Итак, это верующих касается, дорогие верующие. Фабайна лана раббуна, наш Господь объясняет нам, что победа ан-нас лейса биль касра. Не многочисленностью бывает победа. Вазад аль-амр, еще добавляет Аллах сурат аль-Анфали, 19 аяте: «Валан тугни анкум фиатукум шай'a, валау каthурат, ва анна Аллах ма'аль му'минин». «Валан тугни» не принесет вам, то есть вам не будет достаток, Аллах говорит. «Анкум фиатукум» ваша группа, то есть ваша армия. «Валау каthурат», даже их еще больше будет, не поможет вам. У вас будут миллиарды, триллионы, армия у вас большая. «Валау каthурат», говорит Аллах. «Ва анна Аллаха ма'аль му'минин». Поистине Аллах является с верующими. Му'мин кто? Кто понимает Коран и Сунну и живет по Коране и Сунне. С ними Аллах, не с этими, которые обольщенные. Тааммаль ма'я кайфа атлака Аллаху аль-катра ва лам юкайидха. Размышляй. Аллах итлак сделал, общим сказал много, но не определил Аллах субхану ва та'аля определенным количеством. Тааммаль джайида вафтах кальбак. Размышляй, открой свое сердце для этого. И также свои уши открой внимательно. Ва анна Аллах ма'аль му'минин. Что Аллах является с кем? Только с верующими, единобожниками, которые узнают Коран и Сунну, исследуют Коран и Сунну, живут по Корану и Сунне с ними, не какими-то течениями, не какими-то разными, как елки себя украшивают некоторые люди. Нет, Коран и Сунну тот, кто следует, дорогие верующие. Дальше говорит нам Аллах в Коране. После этого всего Аллах говорит: «Валлаху галибун аля амри, валакин аксаран наси ла я'ламун». Аллах субхану ва та'аля, Он является победителем. Аллах дает победу, дорогие верующие. Валакин аксаран нас, большинство людей, ла я'ламун, этого не понимает, говорит Аллах, сура Юсуф, 21 аяте. Кад таскуту балад муслим. Бывает, страна мусульман проигрывает. Бывает, народ мусульман проигрывает. Бой проигрывают они. Однако невозможно, чтобы умма полностью проиграла. То есть невозможно, чтобы ля иляха илляллах было потеряно. Невозможно, дорогие верующие. Поэтому, дорогой верующий, быть может, муджахид стал не муджахидом, бандитом стал. Быть может, такое может быть. Быть может, он стал предателем. Был муджахидом, стал он предателем. Такое тоже бывает.
Посланник Аллаха сказал в хадисе, саллаллаху саллям, Аллах меняет сердца людей. Аль-кулуб байна исба'айни мин асаби' ар-рахман. Сердца людей являются между пальцами милостивого. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху саллям, и меняет положение сердец, как пожелает. Быть может, он утром был счастливым, вечером несчастным. Утром он был верующим, ночью он уже неверующим стал. Такое положение. Бывает, мунафиком становится, золимом, фасиком. Сердца меняются. Человек, бывает, меняется. Итак, дорогой верующий, не обманывайся. Один араби сказал «Ла иляха илляллах», и на этом я умру. И он прошел это испытание на «Ла иляха илляллах», он умер. И он попал в рай, этот бедуин. И такое дело человека, что если он живет по «Ла иляха илляллах», живет под флагом «Ла иляха илляллах», Мухаммаду Расулуллах, не просто флаг там, ткань, живи, по закону Аллаха имеется в виду, под этим флагом живи. Если даже у тебя нет флага, у тебя должен быть сердце, дорогой верующий. Живи под «Ла иляха илляллах», где бы ты ни был. Если ты ради этого «Ла иляха илляллах» умираешь, живешь, тогда твое место в раю только, дорогой верующий. «Ла иляха илляллах» некоторые сделали этикетки, лозунги сделали. Но это жизнь, дорогой верующий, не этикетки, не лозунги просто. Это жизнь мусульманина должна быть. Жизнь от начала до конца. Как он рождается, он должен умереть на «Ла иляха илляллах Мухаммад Расулуллах». У многих людей «Ла иляха илляллах» этикетки стали. Не этикетки, дорогие верующие. Да, мы любим такие красивые этикетки. Но это же не дело, дорогой верующий, когда ты не следуешь Коран и Сунну. Ты следуешь этикеткам, что ли? У тебя этикетка стала главное? Или жизнь по Корану и Сунне? Дорогой верующий, посланник Аллаха сказал в хадисе, саллаллаху саллям. Абдуллах бин Умар приводит этот хадис, достоверный хадис. Байхаки, его ривает это. Кайфа антум ида вака фикум хамс. Как вы себя будете вести, посланник, саллаллаху саллям, если среди вас распространится эти 5 вещей? И он сказал, ва'ауду билляин такуна фикум ан оу tudriку гунна. Я прибегаю к Аллаху, чтобы среди вас были такие 5 вещей. Я боюсь, что среди вас будут такие 5 вещей. Я прибегаю к Аллаху за защитой. Или он, посланник, саллаллаху саллям, боится, что мы будем жить в этом. Ма захара аль-фахишату фи каумин кат. Если распространится среди народа прелюбодеяние. Что? Прелюбодеяние. Сначала женщина оголяется. Потом она делает прелюбодеяние с какой-то мужчиной. Или мужчина облегчает путь к прелюбодеянию. Или они совращают женщин. Или мужчина совращает женщин. Или женщина совращает мужчин. Последствия бывают прелюбодеяние. И если прелюбодеяние распространится, сказал посланник, саллаллаху алейхи, в обществе, يعمل فيها علانية إلا زهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. И если распространится то, что будет в конец? То будет публично, если распространится это. И будет конец, итог, таун будет. Массовые болезни. Сколько людей умирает разными видами болезней распространенной. Онкология. То случилось. Сколько таких болезней невинные люди страдают за то, что прелюбодеи не останавливаются. Прелюбодеи не останавливаются, потому что развратные места есть у людей. Некоторые из них бизнес сделали. То есть из разврата сделали бизнес. Доход, говорит. Это не доход. Онкология сколько умирает? Сколько умирает людей? Пророчество нам говорит, что если распространится прелюбодеяние, знайте, будут массовые болезни. Люди будут умирать массовыми болезнями. Дальше. И также разных видов заболеваний. Как, допустим, нервные проблемы люди. И другие болезни. Дальше посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Вама мана'a каумун закат илля мана'ул катара минас сама». Если люди не будут давать закат, сколько мало людей приходит давать закат? Очень мало, на пальцах пересчитать. Альхамдулилля, приходит. Это милость Аллаха. Если кто-то бедный, им дается. Если не бедный, у них берется. На месте раздается в первую очередь. Дальше посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что дальше будет? Муни аль-катр. Не будет им нормально дождя.
и не будет тогда урожая. Если бы не было животных, Аллах не дал бы дождя вообще. Из-за этих грешников, которые не дают закат. قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. Если люди будут несправедливы в своих весах, в своих торговлях, весы торговли, если они будут несправедливы, взвешивают, допустим, некоторые торговцы, взвешивают, обманывают на 100-200 граммов или 50 граммов, что ты спасешься этим, что ли? Станешь богатым, что ли, этим? Лучше покажи правильное поведение на весах. И посланник Аллаха что сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, будет? Если народ будет так поступать в обществе, последствия какие, смотрите. Последствия будет такое, что будет засуха. Будет засуха, да. Вашиддатуль му'нати, трудное житье будет. То есть пропитание трудно будет у людей. Почему? Потому что несправедливые торгаши. Торговцы фусаками стали фуджарами. И так посланник Аллаха сказал, «Ваджауру султане», правитель будет тираном. Почему правители становятся тиранами? Потому что народ несправедливый еще. Почему народ несправедливый? Потому что стали жадными. Дальше. «Валя хакама умараухум бигайри ма анзаллах илля саллата алейхим адуухум». Если амиры, правители будут править не по шариату, что будет среди мусульман? «Илля саллата алейхим». Аллах пошлет на них кого? Адувахум, ихнего врага. Откуда этот враг? Оказывается, амири не судили по шариату. Амири были тагуты. Амири отказались от шариата. Если ему выгодно шариат, если против него не шариат, это не шариат. Это не шариат, дорогие верующие. Шариат — это закон Аллаха. Для всех шариат является. Итак, «Валя хакама умараухум бигайри ма анзаллах, илля саллата алейхим адувахум». Аллах пошлет на них врага, если они не будут судить, править по закону шариата. «Фастанкиду ба'ду ма фи айдихим». То есть спасите то, что в их руках. «Вама аталу китаб Аллах ва сунната наби». Если люди не будут жить по Коране и Сунне, «Илля джа'ал Аллаху ба'саун байнахум шадид». Аллах сделает между ними травлю. Они будут за того, что не следует Коране и Сунне, жить между собой, извините, как собаки. Секты, течения сделали. Каждый сам за себя, я никого не знаю. Почему это? Потому что оставили Коран и Сунну. Хадис Байхаки. Итак, дорогие верующие, в другом муснаде Абдуллах бин Мас'уд приводит. Муснад имам Ахмада. Посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, он говорит, «Кад интахейту иля наби, саллаллаху алейхи ва саллям». Я был у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. У него был, то есть фи куббати хамра, он был когда-то, мин админ, на нем был, одежда на нем была, фи нахми арбаин раджула, вокруг него было где-то 40 человек. Посланник Аллаха сказал, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иннакум, поистине вы, мафтухан алейкум, вы сделаете открытие. Мансурун мусибун, вы будете побежденными. Фаман адрака далика минкум фаляттакилля». Если вы сделаете открытие каких-то земель, будьте богобоязненными, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, правах, кто живет там. Будь это верующий, неверующий. Будь это верующий, неверующий. Если он не выступает против вас, мирные люди должны быть спасены. Мирных людей не трогают, дорогие верующие. Итак, «Фаман адрака залика минкум, фальяттакилля». Бойтесь Аллаха. «Валямур биль ма'руф». Пусть повелевает одобряемым. «Вальянха аль мункар». Пусть запрещает запретное. «Вальясили рахима». Пусть оберегает родственные связи. Хадис достоверный. Также в Сахихайне достоверный Бухари Муслим приводится хадис. Посланник Аллаха сказал в хадисе: «Ла тазала таифату мин уммати, захирина аль-хак, ла ядурру ман хадалахум, хатта яти амруллаху вам кадалик». Победоносная группа не перестанет быть, сказал посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, в общине. Захирин, она будет видная. Они будут стоять на истине. Ла ядурру ман хадалахум. Не навредит им те люди, кто их оставил без помощи. Хатта яти амруллах. Вам кадали, пока не придет приказ Аллаха, они будут на этом держаться, дорогие верующие. Просим Аллаха субхану ва та'аля, чтобы мусульмане были победоносной группой, дорогие верующие. Аллаху амин. Субханак. Акуля каули хаза астагфируллах.
الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадисе Насаи, Салама бин Нуфайл его приводит, рассказывает, хадис длинный, сразу переводим его. Однажды я сидел и сказал, Салама бин Нуфайл говорит, однажды я сидел с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и какой-то мужчина сказал, о посланник Аллаха, люди отпустили своих лошадей. Люди чего? Отпустили своих лошадей. Сложили оружие и сказали, что нет джихада и война закончилась. Посланник Аллаха, мир ему, благословение Аллаха, сказал, повернулся лицом и сказал. Сказал он такое слово. Когда они сказали, фаакбаля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям биваджхи, кадабу, солгали. Аль-ан, сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям, джа аль-киталь. Аль-ан, джа аль-киталь, сказал посланник саллаллаху алейхи ва саллям. Солгали они. Сейчас пришло время сражений, и не перестанет группа из числа моей уммы сражаться за истину, и отвернет Аллах от них сердца некоторых людей, и пропитание их будет за счет этих, и так будет до судного дня, пока не придет обещание Аллаха. И в конях есть добро до судного дня. И Аллах внушил мне, что я скоро покину этот мир, а вы последуйте за мной группами. Посланнику саллаллаху алейхи ва саллям пойдут шахидами. Что дальше посланник саллаллаху алейхи ва саллям говорит в этом хадисе? Группами, бьющими друг друга по шее. То есть посланник Аллаха описывает как признак конца света. Вы будете также бороться против друг друга. Сделайте фитну, потому что оставили амиры, как в прошлом хадисе Абдулла бин Умара, оставили амиры хукм шариата. Стали таугуты в этот момент. В этот момент стали таугуты. Оставили. Или сделали ичтиад, если алимы. Если алимы сделали ичтиад и ошиблись, то тогда одна ему награда. Если неправильно сделал, одна награда, если правильно сделал, две награды. Итак, дальше посланник саллаллаху алейхи ва саллям сказал в хадисе, а вы последуйте за мной группами, бьющими друг друга по шее. И центром мусульман будет Шам. Центром мусульман будет Шам. На Шам будут многие мусульмане смотреть. Важная территория для мусульман. Будет Шам. Этот хадис приводит имам Ахмад, также Насаи ибн Хаббан. Хадис достоверный, сильсила сахия приводится достоверность этого хадиса. Также в Муснади имам Ахмада приводится от Убай бин Ка'ба, ради Аллаху анху, Каля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, посланник Аллаха сказал, Башшир хадихи умма, обрадуй эту умму, бессинам, величием. Обрадуй эту умму величием. Варрифати, что они поднимутся. والدين والنصرة والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. Хадис достоверный, Сахау аль-Альбани. Башир, радуй, посланник саллаллаху алейхи ва саллям говорит общину. Чем? Величием, что это умма будет величие, и религия будет, помощь будет Аллах, победа будет, стойкости на земле будет, крепкие будут стоять. ومن عمل منهم عمل الآخرة. Тот, кто делает деяние ахира, но однако желает он дунья, лам якун лаху фил ахирати насибун, он не получит награды в ахирате. Вама хия аль-асбабу наср ват-тамкин. Важная тема на прошлом проповеди тоже я не смог вам пересказать. Какие причины? Мы вам говорили в прошлых проповедях о кредите, то есть торговля лихвой. Посланник саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аль-халлу хуа ар-руджу иля лихада ад-дин. Посланник Аллаха сказал, какие причины будут победа и стойкости. Будет победа и стойкости тогда, когда люди возвратятся к этой религии. Как в хадисе, ида табаяту биль-ини. В конце сказано в хадисе, хатта тарджу иля диникум. Если будете торговать лихвой, торговля харамной, рибой, не будет мусульманам победы. Пока мусульмане, в конце сказано, не вернутся к своей религии. Также инна хадаль халь набави. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам рассказал, что как будет победа. То есть, когда будет нам победа, он сказал нам аят из Корана. Инна Аллаха ла югайру ма би каумин хатта югайру ма би анфусихим. Аллах не поменяет положение народа, пока сами люди не изменятся. Обстоятельства людей, унижение людей Аллах не поменяет, пока сами люди не изменятся. В хадисе другом сказано, то есть аяте другом сказано,
Сура Талаки. «Ваман яттаки Аллаха ядж'аль лаху махраджа». Тот, кто боится Аллаха, Аллах даст ему выход из положения. Умар бин Хаттаб понял правильно аяты и хадисы. И он говорит нам, Умар бин Хаттаб: «Инна кунна адалла кауми». Мы были самые униженные люди, арабы и другие. «Фааззана Аллаху биль ислам». Аллах нас возвеличил исламом, потому что мы жили по исламу, судили, правили по исламу. «Фамахма натлубу аль-изза бигайри ма аззана Аллаху би адаллана Аллах». Если мы будем искать помощи, победы, стойкости, помимо ислама в другом, то Аллах Субхану ва Та'аля унизит нас, сказал Умар бин Хаттаб. И также причины победы, дорогие верующие, как Аллах в Коране нам сказал, постараюсь вам привести сразу перевод Корана. Сура Нур, 55 аят. «Ва'ада Аллаху алладина аману минкум ва амилу салихат, ла ястахлифаннахум фил арди, кама стахлафа алладина мин кабликум». Итак, Аллах говорит в этих аятах: обещал Аллах тем из вас, которые уверовали и творили благие деяния, что Он непременно сделает их наместником на земле. Наместником на земле, если иман ва амил салих. Иманом соответствующее должно быть. В Коране и Сунне соответствующее должно быть твое деяние. Не хватает, если какое-то деяние делаешь, если не следует в Коране и Сунне, это твое деяние батиль бид'а. Не принимается. И так дальше говорится, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он утвердит им их религию. Аллах еще даст крепкость нашей религии, который избрал для них, и сменит их страх на безопасность. Они будут поклоняться мне, не приобщая ко мне сотоварищей. Те же, которые после этого откажутся уверовать, являются нечестивцами. Аллах сказал в суре Нур, 55 аяте. И также, дорогие верующие, в других аятах вопрос сам по себе задается. Сам по себе задается вопрос, как мы осуществим эти два условия. Первое – да'ватом, призывом. Второе – тасфия ва тарбия. Призывом, призывая, очищаясь. Тасфия ва тарбия. Очищаясь, воспитывая на этом. И Аллах в Коране сказал в суре Юсуф, 108 аяте: «Куль хади сабили аду ила Аллахи аля басира, ана ва ман иттаба'ани, ва субханаллахи, ва ма ана мин мушрикин». Коль, ты скажи, что это мой путь. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, он говорит: «Хади сабили». Аллах сказал ему: скажи им, что это мой путь. Аду ила Аллах. Не к себе призывает пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, призывает к Аллаху. Аля басиратин, знаниями Корана и Сунны. Ана ва ман иттаба'ани. Пророк Мухаммад призывает и те, кто следует за ним. Ва субханаллахи. Свят Аллах. Ва ма ана мин аль-мушрикин. И я не являюсь из многобожников. Очистись от многобожья. В другом аяте говорится: «Уду иля сабили раббика биль хикмати валь мау'изати аль-хасана, ва джадилхум биллати хия ахсан». Сура Нахли, 125 аяте. Призывая их к пути Господа твоему с мудрым наставлением, говорит Аллах, красивым наставлением, и веди спор наилучшим образом с людьми Писания. وقال تعالى в другом аяте, Аллах сказал в суре Фуссилат, 33 аяте: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Кто может быть лучше словом, призывом? Мимман даа иля Аллах, тот, кто призывает к Аллаху. И когда он делает призыв, Аллах говорит: ва амиля салиха, делал он праведные деяния. Ва кал, и сказал он: иннани миналь муслимин, я являюсь из числа мусульман. Сказал Ибн Кайм в своем книге Джалау аль-Афхам: ва таблигу сунани иля аль-уммати афдалу мин таблиги сихами иля нухур аль-аду. То есть, если такое положение мусульман, как сегодня, скажем, да, таблигу сунани, донести до людей суннат посланника, саллаллаху алейхи, суннат посланника, путь пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, до общины Мухаммада, это лучше таблигу сигам, чем стрелять против врага. Когда много муджахидов, тогда много муджахидов нужны кто? Знающие люди, которые обучают. Иначе эти муджахиды станут преступниками, тиранами станут, если их не будут обучать суннате посланника, саллаллаху алейхи. Иначе они станут кем? Преступниками, баракаллаху фикум, без знаний. Поэтому мин таблиги сигами иля нухур аль-аду, чем стрелять против врага,
обучающие лучше, потому что их, когда много, контроль бывает, дорогие верующие, теряется. Поэтому просим Аллаха, дорогие верующие, стойкости для этой уммы, когда она получает помощь Аллаха, победы. Просим Аллаха, субхану ва та'аля, победы этой умме. И когда получает победу эта умма, чтобы они были на пути пророка, саллаллаху саллям, чтобы не отходили от пути посланника, саллаллаху саллям, чтобы они были примером, но не тиранами. Когда некоторые получают победу, они становятся тиранами. Просим Аллаха, субхану ва та'аля, помощи этой умме. اللهم رد الأمة إليك اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في الشام اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ثبت أقدامهم اللهم انصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أنت أقم الصلاة.